Так, ассалам алейкум. Приветствую всех. Так, давайте начнем с традиционных приветствий. И, конечно же, как меня видно, как меня слышно, скажите мне, пожалуйста. Так, unser CLS, ассалам алейкум. Хоми телефон чаусер хой. Ва алейкум салам, unser CLS. Приветствую. Как видно, как слышно, господа хорошие. Видно и слышно хорошо. Звук нормальный? Звук нормальный. А так вот, придвинемся чуть-чуть. Так, Игорь Кирилюк, привет с украинского Донбасса. Приветствую, Игорь. Звук слабый, да? Так, давайте тогда почти не слышно, да? Может, отличный говорит звук. Так, Адам, попробуй, может, звук добавить надо на телефоне. Михаил Барсук, добрый вечер, рад вас видеть, здоровыми. Спасибо, Михаил, взаимно, и мы вам рады, что вы здоровы. Так, так, мистер Икс, как обычно, по-немецки приветствует меня. Guten Abend, говорит Аслан, alles gut bei dir. Да, danke schön. Игорь Кирилюк, видно, слышно, лунный свет, ассаламу алейкум, алейкум салам, лунный свет. Перезагружу сейчас, говорит. Так, сейчас попозже с нами снова выйдет Хусейн Исханов на связь. Я ему сейчас наберу, и мы поговорим с ним обязательно. Обсудим ситуацию, которую мы обсуждали в среду, геноцид в Самашках, резня в Самашках, устроенная фашистами. Хусейн знает про эти события очень много. И поэтому там он на чеченском говорил, ну, чтобы осталось для наших зрителей и в истории, и наши зрители об этом узнали. Конечно, мы хотели бы и на русском языке поговорить об этом. Так, пойдемте дальше. Адам Грузинский добавил звук. Ну как, Адам, звук лучше? Владимир Рабинович, салам шалом. Салам шалом, Владимир Рабинович, приветствую тебя. Слабый, говорит, звук. Ну что, только у Адама слабый звук? Скажите, у кого еще слабый звук? Вроде бы звук у меня должен быть нормальный. Полностью добавил. Мистер Икс говорит, могу и по-русски, Аслан. Добрый вечер. Привет, приветствую, мистер Икс. Унсоциалес, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Сообщает нам Унсоциалес. И я к этому присоединяюсь. Так, Адам Грузинский, звук слабый, говорит. И Имин говорит, звук слабый. Ну как так? Ну как, вроде ничего я не менял. Вроде все было отлично. Сегодня раз. Как так? Так слышно? Немного слабый, говорит. Ну и, друзья, меня сейчас вводите. Вы мне задаете задачу. Сейчас попробуем. Раз. Хороший звук. Вот сейчас окей, говорит. Ну вот так и будем говорить тогда. Слабый звук и шумит, говорит, мистер Икс. Ну вот, началось. Слабый звук. Ну как, сейчас нормально слышно? Скажите, хорошо слышно? Буду кричать тогда. У меня голос хороший, я могу громко кричать. Так, пойдемте дальше. Влад Сепиш, ассаламу алейкум. Или Цепиш. Джахар Дудаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Рад вам всем. Я слышу отлично, говорит. Он социал. Ну вот сейчас настроили. Так. Звук DQ. Мухашев Рамзан. Говорит, у него звук хороший. Так, супер. Салам, Аслан, говорит Олег Гараж. Салам, Олег Гараж. Августа Пиничат, ассалам алейкум, приветствую чат. Ва алейкум салам, Августа Пиничат. Аслан, о митинге, ау муахтетан, говорит. Он социальный, говорит, пускай они подумают, что я на митинге.
Так, Алекс Вольф. Ассаламу алейкум, я на твой WhatsApp отправил ролик про варвара российских фашистов. А, Алекс Вольф, это то, что ты мне прислал, это кадры художественного фильма, французского фильма. Да, это снято как будто по-настоящему, но на самом деле это отрывок из фильма. Мы это давно обсуждали, несколько лет это уже гуляет. И что до Сюрди Кёйла Алекс Вольф. Так, ва алейкум ассалам, Асколи, ассаламу алейкум, брат из казахских степей. Ва алейкум салам, брат казах, приветствую тебя. Так, ассаламу алейкум, аслам Умаев говорит, ва алейкум салам, Бамут Черри, ва алейкум салам, Хамзат Киело, Илимжин Ибраиму, Август Пине. Всем ва алейкум ассалам, братья мои дорогие. Так, Аугусто Пиночет, как считаешь, эти псы, учинившие расправу, понесут когда-нибудь наказание? Понесут обязательно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вся проблема в том, что кто-то должен требовать, да, должен быть истец по этому делу. Потерпевшая сторона должна об этом требовать. Мы не обязательно родственники. Мы, как государство, как граждане этой страны, мы несем ответственность. То же самое, что было в Самашках. У меня родственники живут в Самашках. То же самое происходило и в Катыриуште, то же самое происходило в Валдах. Это такой акт устрашения. Да? Нам он непонятен. Русские, они могут делать все, что угодно. И я после нашего эфира тогда по-чеченски, когда мы поговорили, я поговорил с человеком, который непосредственно знает эту ситуацию очень хорошо. И я сказал, что через год, когда русские фашисты предприняли вторую попытку штурма, зачистки, геноцида, резни самашек, там их уже встречали наши добровольцы, наши и регулярная армия, и добровольцы. И я там сказал, что около 1000 штук убили вот этих оккупантов. Так он мне сказал, что их было гораздо больше, и некоторые непосредственные участники этого боестолкновения, двухнедельного боя, да, 13 дней шли эти боестолкновения, они могут усомниться в моей достоверности моих данных. Поэтому, скорее всего, даже уничтоженных через год, в 96 году, в марте-апреле месяце 96 года, уничтоженных русских оккупантов было несколько тысяч. Несколько тысяч. И это не преувеличение. Так. Валейкум саламу за ЦЛС. Урунас, что я закончу Аугусто Пиночету с ответом. Аугусто Пиночет, если мы будем требовать, то, конечно, мы привлечем к ответственности. Надо добиваться. Вот все оставить и этим заниматься. Конечно, не все оставить. Надо и семья, и дела у всех имеются, и так далее. И мы не должны умереть, посвятив себя все время, погибнуть. Нам надо выжить. Выжить, потому что мы владеем информацией. И эту информацию нам нужно в суде правильно, юридически оформив, предоставить суду. С доказательствами, с фото, с видео, свидетелями. Поэтому, если мы ничего не будем делать, то, конечно, не понесут нас ответственность. Если же будем что-то делать, то понесут ответственность. Непосредственно всех участников, может, мы и не знаем, хотя некоторые фамилии у нас имеются, участника вот этого. Одного привлек, второго, как обычно, следствие идет, одного, второго, третьего, и потихонечку привлекутся. Да, алмула. Так, Арунас плюс. Салам, Аслан, Литва приветствует. Мы с вами. Ох, как приятно. Салам, Арунас, Литва. Очень приятно. Люблю, уважаю. Спасибо. Амин Закиряев. Асланбей, есть ли данные о преступниках их межсуд? О преступниках их межсуд. Данные есть, конечно, есть, но, знаете, мы подали в 2018 году, 23 февраля, Сайдамин Ибрагимов
подготовил огромное заявление, большое объемное заявление, которое мы подали 23 февраля, день депортации 1944 года. Очень так символично это получилось. Это второй геноцид, который над нами за 1 век устроила фашистская Россия. И у нас приняли это заявление. Мы подали заявление на военные и политические силы России. Мы, конечно же, не указали всех, ну, Саид Амин не указал все. Саид Амин делал это дело. Саид Амин является вице-премьером, заместителем Ахмеда Закаева. Соответственно, это делало и правительство наше. Там принимали много людей участие, да, перевод там и так далее. Саид Амину помогали. Фамилии имеются, так, ну, наша задача наказать высшее руководство. И после уже вынесения приговора высшему руководству уже можно потихонечку идти уже к мелким сошкам. Ну, объем работы на десятилетия, я вам скажу, на десятилетия, без преувеличения. Такие дела, это даже если будет суд, да, например, год, 2, 3 будет суд, и после этого у вас не зависает, господа, видео. И после этого уже дальше идет расследование, и потом уже наши суды, наши группы, как когда-то масадовские группы будут задерживать и доставлять в суд в городе Джахаре, где мы, конечно же, будем судить этих мерзавцев и преступников. Дал-мула. Вот так вот. Так, одну минутку. Пойдемте дальше. Ассаламу алейкум, Ичкери Кентигет, Аслан Керимов, алейкум салам, Маш Воль, Аслан и все остальные леди, Делир Салам Ашал Хуль. Ребята, у вас картинка виснет? Да, виснет. И вот как только начинается у нас эфир, у нас начинаются проблемы с интернетом. Никаких проблем до сих пор не было, весь день я в интернете, не было никаких проблем, и вот начинается. Ну, как обычно. Ну, так как я их сотрудник, да, они, видимо, так мне помогают. И опять у меня началось, убираются просмотры, опять я уже фиксирую. Скажите, кстати, как у вас было с оповещением? Ну вот, видимо, потому что я их сотрудник, поэтому они мне так помогают. Такую свинью подкладываю. Только я начинаю вести эфир, начинаются вот проблемы с интернетом. Ну не гады, ну не гады. Так, Хусейн Исханов. Антонов Романов сразу же понес наказание. Его подорвали под туннелем на минутки. И всю оставшуюся жизнь он лежал как овощ. Да, Мула. Так, у нас Хусейн вышел на связь. Давайте я сейчас тогда наберу Хусейну, и мы будем общаться уже непосредственно с Хусейном. Можете задавать вопросы Хусейну. Он непосредственный участник тех событий, не только Самашка, но вообще в первой русско-чеченской войны. И в самом руководстве находился, все видел, слышал, наблюдал. Поэтому сейчас мы ему наберем, будем задавать вопросы. Вы можете еще, какие у вас будут вопросы и другой темы, задавать ему. И продолжим наше общение. Антирашизму сейчас отвечу. Салам Машал и всем зрителям. Витаю, друзей украинцев. Так, Делир Салам Машал. Хуль Машволь антирашизмус. Так, набираем Хусейну Исханову. Так, Хусейн, Машволь. Салам алейкум, Сюрдикёль. Так, я тебя не слышу. Сейчас я опять.
Сейчас я. Свобода. Хусейн, я тебя не слышу. Динамики у меня. Так. Так, Ажал, Все, раз, теперь два, слышу, раз, теперь слышу. слышу. Да, Отлично. Сюздекёль, Хусейн, Машовель. Да, Юзеф, ассалам алейкум, Масарга, добрый вечер. Ва алейкум салам. Хусейн, пока они тебя не видят, сейчас я тебя выведу на экран. И можно будет... Ты там у себя включи тоже, чтобы ты мог его... чтобы ты мог читать Я вижу тут комментарии. Да, картинку. но убери у себя звук, чтобы тебе не мешал звук. Да, все сделал. Так, сейчас я вывожу тогда. Что такое? Так, вот. Так, все, я тебя вывел. Ой, весь экран. Это сейчас мы спрячем. А вот сюда. Так, тогда мне придется отсюда. Но у нас не зависло у тебя, Хусейн? Нет, нормально все. Так, отлично. Сейчас. Кто мог подумать, что я смогу разбираться в этой технике? Тут здесь у меня всего, что можно просто с ума сойти. Так, давайте дальше. Так, у меня вопрос, почему между чеченским командиром и между чеченскими войнами, ну, во-первых, Руслан, сразу поправлю, это не чеченские войны, а русско-чеченские войны. Между русско-чеченскими войнами происходили конфликты в то время, как они сражались против одного врага. Хусейн, сразу тебе мы говорили про Самашки, но вопрос, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Ассалам алейкум, Масарга. Добрый вечер другим, кто говорит по-русски. Конфликтов сказано, конечно, громко. Таких бытовые, на бытовом уровне, конечно, после войны, когда люди немножко как бы оторваны от мирной жизни, и когда амбиции, звездная болезнь и прочие награды, там, звания, подвиги, все такое, когда в мирное время невозможно осуществить, их начинают забывать, естественно, возникает необходимость о себе напомнить как-то. Поэтому, таких крупных конфликтов, чтобы были, я, честно говоря, не помню, какие конфликты там, естественно, шла речь. На российском телевидении были крупные конфликты. Да, были, на российском телевидении. Естественно, у нас шли выборы, да. В 97 году, в октябре, по-моему, ноябре 97 года были назначены выборы парламента и президента. Естественно, там была гонка президентская, было много кандидатов на должность, на пост президента. Это очень нормальное явление, тем более для республики, которая только что вышла из войны и которая могла бы установить там диктатуру. А вместо этого мы сделали такой огромный рывок в демократию, потому что под наблюдением ОБСЕ представители почти что 156 стран, но там было не все 156 стран, но ОБСЕ включает, по-моему, столько стран, были наблюдатели, даже были наблюдатели самой России, которые признали, благодаря тому, что выборы были открытые и демократические, выборы были признаны всем мировым сообществом, в том числе и Россией. Были законные, это впервые в истории постсоветского пространства, такие мощные выборы, такие открытые и такие, столько людей пришли на выборы, после войны столько людей пришли на выборы, что пришлось голосование продлить на 2, 3, 4 часа иногда. То есть люди не успевали голосовать. В общем, политизированы были все, и поэтому ничего удивительного нет в том, что и командиры, считающие себя ответственными за судьбу дальнейшую чеченского народа, были втянуты в этот политический процесс и, конечно, хотели замолвить то же слово, они имели на это право.
И поэтому здесь говорить о конфликтах нельзя, здесь просто каждый, если смотрит по-другому на ситуацию, он пытается свое видение показать и свое видение продвинуть. Это нормальное явление в любом государстве. Ничего удивительного нет. Политическая борьба. Обычная Да, конкуренция абсолютно политическая. обычная политическая борьба людей, которые прошли через войну. Просто она более заметна, потому что если бы мирное время было и было бы столько кандидатур, никто бы на это не обратил внимания. Но здесь чеченцы, полевые командиры. Кстати говоря, вот это слово «полевые командиры» это перешло из Афганистана. У нас не было никаких полевых командиров. У нас была кадровая армия, небольшая, но была кадровая армия и было ополчение. Поэтому все люди, кто был в армии, они не считаются никакими полевыми командирами, они командиры вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Я просто специально это слово туда полевые внес, чтобы тоже заодно рассказать, что название полевых командиров это абсолютно неприемлемо к нашей армии, потому что это русские там пропагандисты попытались нас сравнить с какими-то бандитами, с какими-то полевыми командирами, в общем, там непонятно что. Мы не являемся полевыми командирами, мы вооруженная сила Чеченской Республики Ичкерия. Хусе, тут Фриман антипутинист, добрый вечер, приветствует всех антипутинистов, антиимпериалистам, салам алейкум. Так, был тут один вопрос. Куда-то он делся. Так. Боевых Адам Хантер говорит, боевых действий не было, были конфликты, не переходившие в боевые действия. Жалко, сайт Адамала закрыли. Там много информации было про 2 войны. Да, картинка, видимо, зависла у нас. Нет, Ну, все работает, все работает. Я у меня на экране там. У тебя зависло, да? У меня все на телефоне. Меня видно нормально? Да. Я свою там. эту фотку убираю. Ты один был, а так, да, видно. Игорь Катков, давайте подумаем, почему Россия не отпускает республики? Может, боится исламизации? С намеком, говорит Игорь. Ну, исламизации, во-первых, внесла, да, вот такой радикальная исламизация была через агентуру Российской Федерации. Это доказанный факт. У нас с 95-6 года Россия пыталась все время, вот я эти времена прекрасно помню, я когда впервые услышал про эти Аль-Каиды, там, Бен Ладена, все такое, они все время пытались навесить на нас ярлык радикальных исламистов, каких-то террористов, потому что так было легче объяснить мировому сообществу, почему они нас убивают. Поэтому я это прекрасно помню. Все время вот, пропагандисты российские вот, каким-то образом, там даже вплоть до того, что сам Бен Ладен чуть ли не был в Грозном, что он там встречался с нами. Но для нас, людей того времени, да, вообще это дико было слышать такие вещи, потому что ни о каком радикализме, да, в рядах вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, в рядах сопротивления не могло быть и речи, потому что мы жили как бы в Советском Союзе, многие были образованные, многие очень прекрасно понимали ситуацию, политическую ситуацию, и понимали, за что мы воюем, какая борьба у нас, и что мы защищаем. Поэтому говорить о том, что Россия там боится радикализма, ну, это просто надуманная какая-то ложь, да, действие пропаганды, потому что если вы посмотрите, например, 17-18 век, борьба, захват, попытка колонизации, попытка покорения Кавказа, как там русские это описывают, Кавказские войны, там тоже почти такая же терминология, там тоже бандиты, там как-то них по-другому называют. Разбойники, да, тогда вот нас разбойниками называли, там, ну, для того, чтобы перед русским народом-то, в принципе, никогда объяснений они не хотят делать, потому что это объяснение, никакой необходимости в этом нету, но где-то, когда мировое сообщество хочет это услышать, да, какие-то вещи, такие, чтобы
Запугать им мировое резало сообщество. слух, да, да, резало слово, тогда они начинают говорить об этом. Да. Вот если по-другому, даже, вот допустим, да, там территория Чеченской Республики Ичкерия на сегодняшний день всего 17 тысяч квадратных километров. Это 200 километров в одну сторону и 200 километров в другую сторону. Больше у нас территории нету. Но какие бы там ни были бы, да, вот радикальные, там, я не знаю, какой-то халифат построить, что угодно, это, кому это угрожает, я не пойму. Вот такая территория с гулькин нос, которую на карте вообще не видно, да. Когда речь, конечно, радикализирует весь Советский Союз или там Россию, радикализирует, да, я понимаю, она и так без радикализации угрозу миру представляет, да. Никакой исламский радикализм там не нужен. Вот этого русского радикализма, путинского радикализма вполне достаточно для того, чтобы вся эта планета дрожала. Да, она, в принципе, так и делает. Она дрожит перед ядерной кнопкой, которую Путин где-то там носит с собой. То есть не мы страшны, не мы опасны для мира опасна Россия. Но они хотят себя как бы прикрыть, чтобы нас показать какими-то бяками, да, и пугать мировое сообщество, отвлекая от себя внимание. Вот такая примерно ситуация. Баркал. Ну, я тоже тогда, Хусейн, дополню вот ответ твой Да? Игорю Каткову, который говорит, давайте подумаем, почему Россия не отпускает республики. Ну, это первый вопрос. О каких республиках вообще речь идет, кроме Чеченской республики Ичкерия? Да. Другие республики разве хотели отделиться? И вторая часть вопроса, может, боится исламизации. А на Донбассе и Луганске тоже она исламизации боится? Может, она где-то там в Южной Осетии боится исламизации, или, может, в Абхазии. Если закрыть террористическую банду ФСБ, да, признать ее террористической и осудить, как когда-то нацистов осудили, никакого 99%, 95% терроризма вообще в принципе не будет существовать. Уважаемый Игорь Катков. Аслан, ты знаешь, вот такое мнение, да, сложилось у русского народа, да, что Москва кормит все регионы. Москва такая мощная, хорошая У нее там нефть держава, есть, золото есть. а остальные регионы какие-то дотационные, да. А ведь это же обман, ведь все, что производят все эти республики, бюджет остается, бюджеты очень маленькие. Там, я помню, в Советском Союзе где-то около 3% от добычи нефти, переработки и прочего, 3%, около 3% всего оставалось в Чеченской Республике. Представляете, 97% того, что мы зарабатывали, уходило, естественно, в бюджет туда, в Москву. В Москву. То же самое происходит и сегодня. Сегодня никакой дотационной нет. Вот представьте, если, например, вот как образно говоря, да, ваш там ребенок, да, вырос сын, он пошел на работу. Вот он зарабатывает там, например, 2000 евро, да, как по-австрийски. Зарабатывает 2000 евро, потом приносит, папе отдает эти, или маме деньги отдает, и потом, когда надо, папа дай там на то, на все, и у папы просит деньги. Папа ему дает 10, 20, 30 евро. Вот такая ситуация в России. Потому что сама Россия ничего не производит. Это мы знаем. Абсолютно ничего не производит. Все, что там алмаз, золото, нефть, газ и все прочее, это на все на национальной республике распределено по всему, ну, там, на территории нынешней, да, России, которая оккупировала вот эти все народы, которые там под лапой русских сегодня сидят. Конечно, они боятся того, что пойдет такая волна, да, если мы получим, как бы, ну мы-то получим, не получим, мы завоевали себе независимость и так, то нам получать нечего от России, мы ее просто заберем, свою независимость, нам подачки никого не нужны, мы объявили независимость, две войны защищали свой суверенитет, тут уже о нас разговора нету, но другие республики, они боятся, что вот эти нефтеносные районы, там какие-то богатые районы, что они выйдут, и что тогда это Московия, останется там Москвы, у этой русской земли, как бы, да, у русского народа ничего не останется. А Россия, вот, и Советский Союз, как мы знаем, вот после Октябрьской революции даже, вот, мы же, помните, там «Белое солнце пустыни», да, фильм примерно, как боролись типа с басмачеством, а фактически завоевывали Узбекистан, Таджикистан, оккупировали Среднюю Азию,
убивали людей, поломали быт, там, нравы людей, хотели поменять все такое. То есть это колонизировали огромное число народов. Вот эти народы должны быть освобождены. Россия боится, что они, когда уйдут, с кем они останутся. Им нужны рабы, одним словом. Вот я так Да. вижу это дело. Да, посмотрим, на что поживет Москва, если все отсоединяя Московия, на что просуществует. Так, давайте дальше. Так, Бодик Уа Алекс, Украина. Геноцид чеченского народа. Простите нас, мы не понимали, пока нас не коснулось. Спасибо, Бодик, спасибо. Хусейн, тут сейчас будет много вопросов, но я бы хотел бы сперва основную тему, то, что мы затрагиваем, про Самашки обсудить. Да. Мы по-чеченски это говорили. Фриман антипутинизм, дополню, радикализм чеченского народа финансировал и вооружал Кремль, говорит Фриман антипутинизм. Так, Хусейн, я бы хотел бы по поводу, сейчас нашу тему чуть-чуть отклонить, по поводу Самашек, событий Самаш 7-8 апреля 1995 года, несколько дней окружив, простояв населенный пункт, это большое село, но это всего лишь село, простояв русские оккупационные формирования, потребовали выдать оружие и всех защитников села покинуть это село, и в случае этого они не будут его разрушать, бомбить там и так далее. Старейшины вынудили, да, как ты знаешь, Хусейн, вынудили их покинуть, и в итоге они зашли и устроили страшную резню, которую Чечня с 1944 года не знала, да, уже успели подзабыть наших русских братьев, старших наших русских так называемых братьев. И, Хусейн, расскажи, пожалуйста, как это происходило, как ты узнал об этом, что ты помнишь из того, что, ну, и что читал уже после из средств массовой информации? Да, но у меня у самого родственники живут в Самашках, я эту историю знаю не понаслышке, я бывал в Самашках и до штурма, и после штурма. Ну, российские войска, как мы знаем, двинулись на Чеченскую республику вообще в 1994 году с трех сторон. Одной стороной была Ингушетия, со стороны Ингушетии ингушский народ пытался остановить продвижение войск. Они не смогли пройти, когда по трассе Ростов-Баку, там люди вышли, перекрыли дорогу. И у них, видимо, было принято решение по Сунжинскому хребту немножко через Малгобек, вот через там вот эти полями пройти. И когда они подошли, уже дислоцировались возле Сунжинского хребта, там несколько дней простояли и пытались зайти в Самашки. Там, естественно, были наши сопротивления, отряды сопротивления в Самашках, в любом селе. Сирноводске, там в Сирноводске были боевые действия, там был Сирноводский, забыл, как он батальон назывался, но резко по ходу я вспомню командира, знаю, всех там знаю, кто там был, просто я сейчас резко вспомнил, и имя вылетело из головы. Хазир Хачукаев, да, Хачукаев Хазир был командиром из Сирноводска. Там был хороший отряд, они первые приняли бой. И когда они уже прошли через Сирноводск и подошли к Самашкам, ребята из Самашки, естественно, тоже оборонялись. Несколько раз они пытались прорваться в село. Там подбили боевую технику. В общем, у них прорыв это не получился. Не смогли они разом за один раз захватить село. Потом, когда начали они обстреливать село издалека, туда вышли вот эти старики, там мулы, там прочие дела, которые вместо того, чтобы поддерживать отряды сопротивления, да, поддерживать морально, там, как могут, они начали, естественно, от страха там, ну, видимо, эти люди более взрослые, старики, которые пережили Казахстан, депортации, были под давлением НКВД, там, КГБ и прочее, немножко со сломленным духом,
Они, конечно, думали, что Россия такая огромная, как можно сопротивляться этой России. Я так думаю, что у них такие мысли были. И они тогда решили, чтобы сохранить село, чтобы сохранить жизни людей, якобы думали, что так можно сохранить жизни людей. Они вышли на командование этого Антонова и прочего Романова, на это подразделение, которые русские там стояли. И было им, естественно, командование выдвинуло ультиматум собрать огромное количество оружия, сдать оружие. В общем, каждый ультиматум для села был, я не помню, 240-200 с чем-то там стволов оружия они должны были, автоматы Калашникова сдать. Откуда они сдадут? Откуда люди могут собрать 200 с чем-то? Никто, кто вышел на вооруженное сопротивление, ни один человек не отдаст свой автомат или свое оружие, там, не разоружит себя же. И поэтому там в селе были разговоры, там вот эти старики заставили фактически, там все применили все свои рычаги, родственные и прочее, заставили выйти из села ребят сопротивления. И тогда русские, когда уже узнали русские, что там никого нету, они рынулись в село, там были пьяные солдаты под наркотиками и все такое. Зашли, они ужас там, что они делали, ужас, они сжигали людей, люди прятались, я знаю, мои родственники, например, выжили, потому что они их дом спалили сразу, потому что их дом моих родственников, вот во время переговоров 90 до этого, не переговоров, но мы там были, приезжали к ним, там и Масхадов там у них был все. И, видимо, кто-то как-то что-то откуда-то эта информация просочилась, и одними из первых там сожгли их дом гранатометом, огнеметами, там все такое. Мои родственники попрятались в яме, вот этой машины, где ремонтируют, в гараже. Вот там яму, туда они залезли, в эту яму, и там фактически еле выжили, просто чудом их не увидели, там дом сгорел, все такое. И солдаты шли дальше, у кого был подвал, люди прятались по подвалам, чтобы эти снаряды не попадали, чтобы пули, там, которые летели, чтобы не задели. И когда солдаты подходили к этим подвалам, они не спрашивали, там, есть кто там, боевики, не боевики, они туда сперва кидали гранаты, стреляли, а потом спрашивали, есть кто-нибудь там. А если кто-то там был, то огнеметом там вообще их дожигали все. То есть там вот люди, я потом разговаривал с очень многими людьми, все семьями погибали, семьями, и женщины, и дети, и старики, там все беспомощные, кто оставался в этом селе, фактически. Я сейчас точное количество, я сейчас немножко подзабыл, не могу сказать, но количество погибших очень большое. Потому что, судя по тому, что село очень большое само, сколько там человек в селе у вас? 14 тысяч, примерно, не знаю какое, может быть 14, может больше тысяч, село Самашки. Я сейчас точно цифрами не владею, но это огромное село, я знаю, я там бывал часто. Естественно, очень много людей, которые не вышли, потому что вышли, они считали, что если отряды сопротивления покинут, то русские пройдут просто через это село, проверят, посмотрят, ничего не сделают и пойдут дальше. То есть, чисто по-русски получилось так, как должно было, когда доверяешь русским, российской армии и прочее, командованию, правительству, и всегда получается вот такая оказия. В общем, вот такие были жертвы, и это утаивалось. Самое интересное, что после штурма, после того, как такая резня там страшная произошла, село полностью блокировали, никаких журналистов туда не пускали, абсолютно никто не мог, ни русские журналисты, никто не мог туда зайти. И одна героиня наша, Хазман Бакаева, она сейчас живет в Париже, журналистка небольшого роста, худенькая такая. Она пробралась какими-то путями в это село, она сняла там видео, взяла интервью у людей и также тайным путем вышла оттуда и рассказала миру о трагедии Самашки. Вот оттуда с тех пор
Самашке начали говорить. После этого, конечно, да, иностранные журналисты приезжали, и сами российские тоже смотрели. Но в то время надо сказать, что и российские журналисты тоже не все были гады, да, как сегодняшние. То есть были сочувствующие, были еще более, ну, такие, как бы, совестью журналисты. А сейчас журнализма вообще в России нет, полностью умер. Поэтому говорить о том, что, да, вот мне говорят, тут убито 500 мирных жителей. Кстати, у меня тут тоже есть люди, которые сами из Самашки. Села из-за этого более 500 человек погибло там в этом селе. Да, по некоторым данным более 550 человек. Да, 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 там много погибло. Поэтому. Дэл геш дуэльцен, дэл дек албойлиш массу, ой, намел келнак. Я просто с самого начала забыл, да, сказать, или ты, может быть, сказал, я не слышал хорошие новости про Ахмеда Закаева, что он уже дома. Очень приятная, хорошая новость, что Ахмед Закаев, хотя он еще, я вот сейчас слышал его голос, он по WhatsApp говорит, ну, дышит тяжело пока, но уже дышит самостоятельно. Самое главное, сегодня его уже привезли домой. В общем, кризис миновал, и вчера я слышал голос его жены, она тоже уже намного лучше голос. 2-3 дня назад она тоже не могла говорить, задыхалась. Сегодня этот кризис тоже у них у обоих прошел. И вот маршал был, Сагастейти, Бадбича, царь Масара. И новости. Так. Вот, да. Мне вот подсказывают, что 300 человек сожгли только, да, там 550, как мы говорим, это чисто убитыми, да, 300 человек сожгли в своих домах, подвалах. Просто парализованных людей в постели сжигали они, бабушки, дедушки. Они не то, что там постели, не было, там, знаешь, как было вообще, все люди спускались в подвалы. У каждого есть же такие бытовые подвалы для хранения варенья, там, повидло, там разных дел. Ну, в каждом доме почти погребы, по-русски называется. Вот они прятались в этих погребах, и туда закидывали вот эти, стреляли огнеметами туда и закидывали гранаты в эти погребы. Вот, а там погреб, ну, мы знаем, 2 метра на 2 метра. Может быть, у кого. Убили 7 членов семьи, в основном сыновей. Девушку оставили, молодую девушку, там, отца ихнего престарел, облили бензином и на их глазах сожгли. Эту историю мне вот непосредственный житель тоже села рассказывал, Самашки. И эта девушка вырвалась из рук, обхватила своего отца и вместе с отцом сгорела просто-напросто, чтобы не оставаться в их лапах. Это, конечно, все ужасно, и это, когда мы такое говорим, когда, например, я сейчас там говорю что-нибудь там про русских, мне рассказывают, ох, ты там русофоб такой, сякой, короче. Вот очень хорошо на это говорит антирашизмус. Вот тут он пишет, хотел бы заметить нормальным русским россиянам, может вам сперва призвать к ответу военных преступников, которые от вашего имени убили 300 тысяч из наших граждан, и ответить самим для начала. Как бы, вот у меня такой вопрос. Это как приблизительно в нацистской Германии евреев говорить, ну ты что это там, к русским так плохо относишься? Я к русским отношусь как к человеку нормально, но вот той политики имперской, фашистской имперской политики, я по-другому, ни я, ни кто-либо из нас, мы не можем по-другому относиться. Мы не получили сатисфакции, никто не наказан. Одного единственного Романова нам пришлось наказать, и Буданова нам пришлось наказать, и наш герой был задержан и в тюрьме вами убит. Это как бы, давайте, господа, мы не испытываем ненависти ни к какому народу, мы никакие не националисты и не фашисты. Не мы заходили там в Брянщину, в Тверщину, там, в Луганщину, или Луганск, это уже Украина, но не мы туда ходили, к нам пришли. И с нами поступили очень подло. И сегодня, на сегодняшний день, наша территория оккупирована. Нам поставлен
самый из худший из того, что можно было найти в нашем обществе, и теперь измываются над нами, нас унижают всячески через вот этого так называемого главы республики, нас унижают. Ну ладно, это Ну, еще мы же, Аслан, обсудим. мы тоже, это же мы не говорим, например, русские, когда мы говорим русские, это же мы не говорим со зла, да, что там всех русских надо уничтожить. Мы же это не говорим никогда, потому что там есть женщины, дети и прочее, прочее. Мы говорим о тех русских, да, о военных преступниках И кто русских и о тех, поддерживали эту кто войну? поддерживает, кто не желает освобождения других народов, кто не желает отдать права других народов, оставить в покое другие народы. Ну почему русские должны быть выше там чеченцев, татар, там прочих, прочих? Не думаю, все равные, все от Всевышнего мы получили равные права. И поэтому никто не может, тем более в сегодняшнем мире, да, ни один народ не имеет права быть выше другого. Это самый натуральный нацизм, когда люди говорят, что они лучше, они сильнее, там, красивее и прочее. Это уже нацизм. Мы такое видели уже при фашистской Германии, поэтому допустить нового нацизма, хотя он идет сегодня в России, да, но нельзя допускать Да, такого. совершенно верно. Совершенно верно. Хагой Чуй, у тебя видео идет? Нет, ну я вижу себя вон там в этом окошке. Ну, оно... На... Так, скажите, как связь, как связь? У меня виснет. Вот у Адама Грузинского тоже виснет. У всех зависло, говорит. Ума Сумая. Так, чат, да, блокирует, видимо. У всех зависло написано. Да, да, зависает. Перезагрузите, говорит. Да, виснет. Видимо, не нравится эта тема, Хусейн. Это вот я, как только начинается у меня эфир, начинаются проблемы. Не всегда, правда. И, ну, начинается. Ну, звук идет, хоть звук. Идет звук. Ну, звук, наверное, идет. Вот, появляются удары. Так. Ну что, скажите, появилось, виснет, не виснет? У всех виснет, говорит. Так, сейчас слышно хорошо, но изображение виснет, говорит. Норм, норм, у меня нет, не виснет. Ну, потихоньку вернулась, сейчас связь установилась. Так, сейчас. Здесь я вижу, ага, перепалка, да, здесь между Гела и Джохаром Дудаевым по поводу, ну, там, Сталина, там, прочего. Угу. Ну, я бы, честно говоря, воздерживался бы от того, что сегодня обвинять грузинский народ в вине, там, за Хайбах и прочие дела. Все равно из-за каких-то отщепенцев, грузинов, чеченцев, там, ингушей, там, неважно кого, нельзя винить весь грузинский народ. Грузинский народ наш самый близкий народ на сегодняшний день. Они наши соседи, да, и мы в будущем должны строить очень хорошие дружеские отношения между Грузией и нашей республикой. Потому что это, ну, свобода, это как бы дорога, свободный мир через Грузию. В эту сторону мы сталкиваемся везде с Россией. И нельзя сегодня ругаться там с грузинами, нельзя там ковырять историю. Конечно. Я знаю, есть у нас какие-то там дела мелкие, да, но такого горя, как принесла нам Россия, никакая Грузия не принесла, никакая другая республика, это однозначно. Ну, здесь вот появился этот Гела Купатадзе и начал говорить, что два фронта Дудаев открыл Абхазии, где Дудаев у нас два фронта, Да, Схинвальский кстати, регионе Абхазии. да, кстати говоря, Дудаев был против того, чтобы там вообще наши лезли в эту Грузию, в Абхазию, вернее, помогали. Там. Он прекрасно видел, понимал, что почему это Россия делает, к чему это идет. Но на тот период, когда был парад суверенитета, тоже даже людей, которые туда пошли, да, в какой-то мере, да, там, простить, не простить одно дело, но понять можно, тем более, что Шамиль Басаев после
Я лично сам слышал, что он тоже говорил, что это была ошибка, что они туда пошли. Да, И это сегодня, была ошибка. сегодня вот, к сожалению, да, сегодня мы видим, ну, даже освобожденная от Грузии Абхазия сегодня добровольно вошла фактически в состав России, потеряв свой как бы суверенитет. Суверенитет. А у него ее Да, не было. С первых дней не, его не было. это, да, не было, это ясно, там раздали 80 чем-то процентов русских паспортов, Да. фактически все граждане Абхазии являются гражданами Российской Федерации. Это однозначно, просто для Кавказа это для Кавказа, ну, Абхазия очень важна, как Грузия, как другая целостность, имеется в виду Кавказа. Нам надо беречь целостность Кавказа, потому что мы в будущем, вот как на примере Горской республики или там Европейского Союза, мы должны думать о том, как нам вместе жить на Кавказе. Все равно русские оттуда уйдут рано или поздно. Вот нам надо потом сохранить дружбу, сохранить союз какой-то, создать какие-то институты совместные для того, чтобы сосуществовать, для того, чтобы повести свои народы к прогрессу. Так, одну минутку, Хусейн. Унсоциал С, разблокируй, пожалуйста, Гелу Капутадзе, которого ты заблокировал. И модераторы, я вас прошу, не вступать в перепалку. Если кто-то оскорбляет, да, ну, мы тут для этого и сидим, чтобы отвечать на вопросы. Если надо, мы вас попросим, и тогда вы заблокируете. Эту Гелу Купатадзе верните, пожалуйста. Он имел в виду не Дудаева, он говорит, а кого-то другого. Ну вот они его взяли. Дудаев, ты книгу читаю, не Дудаев. Нет, он все-таки имел в виду. Да, все равно верните этого Гелу и не блокируйте его, если вы можете. Вот, разблокировал его. Все, оставьте и не вступайте, пожалуйста, ни с кем можно судить, да и место в аду для них подготовлено. От себя лично мир вашему дому и свободу говорит. Видимо, русский это говорит. Понятно. Сейчас вроде появился. Все, появилось? Мы тогда переключимся просто. Мы, прапорщик, отгибни, нам мешает. Насчет голода, разговор шел о голоде, да, возможен ли голод Чеченской Республики. Так я вот хочу сказать, в 95 году, когда республика была со всех сторон обложена, слышно Да, меня? все слышно, все идет, все работает. Все. И обложена, и приехала в Чечню, но тайными тропами я ездил в Каспийск встречать делегацию. Там везде был голод. Почему в Чечне нету голода? Мы с Вачикаевым Майрбеком, как раз у них дома мы были, у Вачикаева Майрбека, и пытались вот как-то объяснить эту ситуацию, пытались рассказать, что ну не знаем мы, почему у нас голода нету. И потом я ее повез по нашим территориям, которые были еще за нами, да, и показывал им, как перерабатывают нефтяные вот эти, помнишь, мини-заводы были, там перерабатывали нефть, получали бензин, солярку, мазут и все прочее. Это куда-то продавали, люди зарабатывали деньги на этом. Потом женщины проходили через любые блокпосты, в любую сторону, завозили товар. И все время было что кушать. Даже российская армия стояла голодная, да, если кто был в те времена дома, тот помнит, что солдаты, которые стояли на этих постах, все время просили у проезжающих хлеба, дайте кушать что-нибудь, есть у вас что-то покушать. То есть в российской армии был этот голод, и он ощущался, в нашей республике его не было. И не могло быть, и не было в истории, да, вот до нашего выселения в Казахстан. В Казахстане был голод, а до нашего посевами, кукурузы и прочее, у нас всегда был запас продовольствия на год, на 2, на 3 люди запасались. Поэтому голода там практически не может быть. Как сказал Жохар Дудаев, природой голод не заложен. Вот он у нас действительно на Кавказе, голод природы абсолютно не заложен. То, что касается голода.
Да. Если мы, российская армия, русская армия уйдет, а если кто, опять-таки, я говорю, помнит история недалекая, до 94 года Чеченская республика была одна из лучших республик по экономическим показателям на постсоветском пространстве, потому что мы за короткое время смогли организовать рабочие места, люди, имеется в виду не само там правительство, да, а люди предприимчивые, люди, мелкий бизнес, средний бизнес, летали самолеты в разные арабские республики, страны, вернее, Турцию летали самолеты, завозили товар, и что там было очень все налажено. И если бы не война, у нас сейчас республика просто процветала бы. Хусейн, мне некоторые возражают, когда говорят, что были талоны на бензин выдавались во время, до Первой войны, во время Дудаева. А сколько там на человека, на месяц, на неделю, на сколько, или по литрам там выдавался? Я сейчас точно, честно говоря, не помню, то ли 20, то ли 40 литров на каждого члена семьи выдавались талоны. И это было просто ежемесячно выдавались талоны. Ну, как какая-то доля от переработки нефтепродуктов. Я точно цифру, честно говоря, сейчас просто запамятовал, но это было на каждого члена семьи. Потом, я для сравнения просто могу сказать, что у нас по сравнению с этими республиками соседними, да, буханка хлеба стоила 1 рубль. Когда в соседней республике, это я хорошо помню, 16 рублей стоила буханка хлеба. Вот, а показатель по России, да, как бы, вот, хлеб всему голова, если посмотреть, то наш хлеб, нашим хлебом ну, кормились, там, заезжали, закупали целыми машинами, увозили в соседние республики и хлеб даже тоже. Вот есть там видео, вот, есть видео, здесь где-то я его на своей странице уже несколько раз выставлял. 95-й год, нет, не 94-й год, центральный рынок города Грозного. И там снимало, видимо, местное телевидение. И там стоят рядами, мясо продают, масло. Со Ставрополья, приезжие со Ставрополья завозили мясо туда. Даже свинина, да, вот наши... Там же геноцид русских был. Как там оказались эти со Ставрополя еще? Местных же убивали русских. Да, и причем, что видишь, И для свинина местных... продается еще, да? Свинина, да, на базаре была свинина, там говядина, курятина. Эти фермерские хозяйства со Ставропольского края завозили в нашу республику вот эти продукты для русскоязычного населения. В принципе, русские покупали свинину, естественно, а чеченцы нет, так что там была не то, чтобы там в высшей степени демократия была, и права человека соблюдались, иначе бы мы бы вместо свинины съели бы ставропольцев, если бы мы были такими жестокими. Да. Да, ну и самое главное, пропаганда, которая велась. И сами русские боялись этого, когда им постоянно рассказывают, что в Грозном убили семью, сделали это. Они смотрят телевизор, сами жители Грозного русские, и думают, боже мой, они-то не знают, убили или нет, но по телевизору показали, что убили. Это не считаешь была ошибкой, что мы это телевидение не перекрыли сразу российское? Да, я сейчас вижу и по Украине, и по другим республикам, что где работает русское телевидение, там идет обязательно пропаганда. Даже вот здесь в Австрии я знаю людей, которые смотрят русский телевизор, чеченцев, которые смотрят русский телевизор. И когда я с ними разговариваю, они тоже немножко начинают как бы плавать, да, там же вот это вроде бы по телевизору сказали. То есть это очень большая зараза, да, слушать ежедневно русскую пропаганду. Там нету телевидения, там нету журналистики, там есть чистая пропаганда. Они лепят эти факты, собирают где-то, не договаривают, где-то один факт берут, к нему 10 штук прилепляют и выдают как за большой факт. Совершенно верно, Усен, абсолютно верно. Большая ошибка была. Надо было тогда все просто, все, что связано с русскими, перекрыть просто напрочь информационно.
Ну, просто не было времени, нам абсолютно не хватило времени. Ну, времена такие были. Сегодня, конечно, задним числом очень Умные легко все, да. Да, еще и судить. трудно, если маленькая республика, то М, есть поставь по периметру просто вот эти свои, ну, антенны, вышки, и, ну, практически не сможешь загасить это телевидение, да, получается, так ведь? Да, да, ретрансляторы Ретрансляторы, да. возможно загасить, конечно. Если сегодня кто хочет, например, у меня дома нету русского телевидения, уже тут лет, наверное, 10-12, когда мы приехали, чуть-чуть, ну, как бы какие-то эти тарелки, когда использовались, там было русское телевидение, конечно, но хотелось какую-то информацию даже дополнительную иметь, но после того, как я немножко начал говорить по-немецки, она абсолютно мне не нужна. Я лучше слушаю немецкие программы, слушаю на немецком языке передачи, которые новостные передачи, узнаю правильные новости. Когда сравниваешь с российскими новостями, сейчас Facebook показывает нам сплошная ложь, даже здесь на Фейсбуке многие вот эти русские программы, которые мы здесь смотрим, сплошная ложь. Просто вредно смотреть даже. Да, совершенно верно. Антирашизмус говорит, у нашего президента Дудаева жена была русская. После оглашения этого факта у Гибни заканчиваются методички. Да. Да, Ага. это верно. Ну, вообще вот чеченцы, да, и было достаточно много ребят, которые вот в молодости женились на русских девушках. Это, я знаю, тоже у меня и родственники такие были, есть, и по сей день живут эти женщины, ничего там страшного в этом мы не видим. Мы не нацисты, чтобы по национальному признаку уничтожать или унижать людей. Да, совершенно верно. Фриман антипутинист говорит, в России все от мала до велика обманывают и лгут. Это страна фантасмагория, мираж, империя иллюзий. Жюль Мишель, французский историк и публицист, внимание, 1798 год, 1874 год. Но с тех пор ничего не изменилось. И с тех пор ничего не изменилось. Ну вот здесь один, есть здесь в Чечне молодежь зомбирована. Вот написал Дебора 001. Ну, я вот о зомбировании скажу одну вещь, да. Мы ведь тоже, мы дети, которые, я, например, родился в Казахстане, и мне когда 1 год был, мы вернулись домой в 57 году, и когда я пошел в школу, там, не знаю, 1, 1, 2 класс, повесили сюда звездочку октябренка. Потом пионеры, галстук повязали, и мы там тоже «Взвейте с кострами» и прочие песни пели, все такое. Ну, были ленинцами, не знаю, там, Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить и прочие сказки рассказывали. И все это верили ведь, и вынуждены были верить, потому что это круглосуточная была пропаганда, что вот именно действительно Советский Союз это такая страна, где каждому живется хорошо и легко дышится, там и все прочее, прочее. Пропаганда не говорила ведь, что в Казахстане с нами творилось, да, что чеченцев убили, не говорила там о шейхе Мансуре, и вообще невозможно было узнать историю нашего народа до высылки, например, Мгм. да, там про эти кавказские войны, абсолютно все это было засекречено. Ну, более взрослые тоже боясь, как сегодня дома, кстати, вот очень такой яркий пример, боясь, что будут проблемы у детей и у них самих, они все время дома говорили, там, не говори, ничего не надо говорить, все такое. То же самое происходит и сегодня дома. Ну, с часом X, когда наступил час X, развалился Советский Союз, вот мы, люди, мы те пионеры, там, октябрята, которые были в советское время, взяли оружие в руки и вышли против вот этой махины, да, вот этой заразы, которая нас зомбировала. Вот мы, это есть зомбики того времени, да, советские зомби, это я, вот там другие. То есть мы раззомбировали с приходом Жохара Дудаева. Я тут никакой большой причины не вижу в том, что
вот с этой молодежью там что-то случится. Молодежь очень хорошо понимает. Если мы вспомним один даже случай, да, про одного парня, Адама, который на беговую дорожку поставили, Мгм. вот его слова просто я помню, не прошло 300 лет, он говорит, не 150, а только 15 лет с того момента, как нас убивали, а наш падишах бегает по беговой дорожке под песню «Путин мой лучший друг». То есть это один яркий показатель того, что у нас есть подрастающее поколение, которое не забыло, не забудет и не даст и другим забыть тоже. Именно для этого, мне кажется, Хусейн, вот эта отправка нашей молодежи в Сирию, куда попало, вот понимая, что у нас есть думающая, пассионарная молодежь, ее пытаются вырвать у нас из нашего общества и отдать ее там в Сирии, там куда-нибудь еще забросить, ну пока только в Сирию им удалось. И, соответственно, и от нас отвернуть их, сказать, что мы такие все плохие, коммунисты, атеисты, каратисты. Они, ну, вот, Ну, Аслан, знаешь, самое страшное, да, что вот этих людей сегодня зомбируют через религию. Вот да. псевдорелигии, псевдорелигиозные деятели совместно с ФСБ и прочими делами, и что в Европе эту молодежь зомбирует через религию, и зомбируют точно так же наши республики дома, как мы видим, там, да, там здесь салафисты, там суфисты и так прочее, прочее. И они вместо того, чтобы людям объяснять, что это молодежи говорит, что надо учиться, овладевать науками, производством, прочее, прочее, да, вместо этого нас все время туда, куда-то там в средневековье тянут через религию, и причем, что потом отправляет, когда уже достаточно зазомбировано, как вот я тут по Австрии знаю, очень хорошие ребята, да, мужественные, такие хорошие ребята, их собирали, отправили всех в Сирию, они там все погибли. Сегодня появляются другие какие-то блогеры, да, которые тоже на этой волне вычисляют молодежь. А другая сторона, которая там контролирует эти средства массовой информации, они их выявляют по всем, ну, везде там, и по Европе, и дома, и потом наказывают их, как бы берут. Короче, вот более такой активной молодежь не всегда ну, через наказание, через страх заставляет их замолчать одним словом. Да, совершенно верно. И вот эта религиозная тематика, которая нам навязывается, мы чеченцы очень верующий сам по себе народ, да, по большей части. И просто, когда ты что-то говоришь такое обоснованное, и даже не хотят слушать, такая защита идет. Это я помню по поводу вот этих отъездов в Сирию было у людей. Ты им объясняешь там, ну смотри, у тебя дома пожар, у тебя наши партизаны вообще в тяжелейшем положении находятся, и вы поедете в Сирию воевать. Но не едь в Сирию, ты, например, гражданин, например, какой-нибудь европейской страны, у тебя паспорт гражданина, но ты можешь выходить, ты можешь митинговать, ты можешь рассказывать о тех преступлениях, о том тяжелом положении свой народ. Чем это делать? Ну, вот эта риторика, она очень сильна. И они мне отвечали, когда уже я их зажимал, уже в угол загонял их, им уже нечего возразить, ну правда же, твой народ только пережил геноцид, все в тяжелом положении. И тогда у них такая защита стояла, и мне один сказал, что ты знаешь, говорит, если ты хочешь выйти в Сирию поехать на джихад, и в этот момент там выйдет тебе мама навстречу, скажет, сынок, не уходи, там, слезами, там, ребенок выйдет, там, ухватит тебя за штанину, дернет, папа, вернись, там, и знай, это делает все шайтан, говорит, чтобы отвернуть тебя от джихада. Им уже и закладывается вот это защитное, что нет, ничего не должно тебя остановить. Но почему в Сирию-то, елки-палки, когда у тебя тут джихад? И вот на это не было ответа. И тоже очень занимательна ситуация, если посмотреть после вот, оккупации нашей страны, что русские построили нам. В каждом населенном пункте построены шикарные дворцы, а не мечети, и спортивные залы. Ну нету ни университетов, ни фабрик, ни заводов, ничего нет. Для обучения ничего, только тренируйся и молись.
как будто эта мечеть, она должна быть шикарной. Достаточно вам 4 стены кирпичные, а самой обычной, и зайти туда молиться. Не обязательно надо утопать в роскоши, когда народ голодает по факту, даже сегодня в тяжелом Да. положении находится. И вот для мира, для Запада нам показывают, что они очень радикальны, они очень опасные. Их признавать не надо. Если вы их признаете, внутри Европы появятся очень воинственные, и этот мир уже увидел, что мы очень воинственные, радикальные, неуправляемые люди. И тогда в больших кабинетах чиновники разные задумаются, а зачем нам с ними разговаривать? Мы лучше с русскими. Да, они мерзавцы русские, но, по крайней мере, они этих неукротимых чеченцев могут как-то укрощать, убивая их. И не приходится это делать европейцам. Делают это русские, раз такие все террористы чеченцы. Надо думать, чеченцы, думайте, думайте, господа хорошие. Вообще, я, знаешь, хотел бы тут еще добавить, да, это очень важно для вот чеченцев, проживающих в европейских странах. Сегодня здесь уже давно как бы идет тенденция, да, вместо Сирии сегодня включили вот это ММА, там прочие дела. У каждого, если у кого-то есть ребенок, у кого-то мальчик, он обязательно здесь идет в какую-то секцию бокса, борьбы, ММА, там без боев, без правил, прочее, прочее. То есть это тоже своего рода такая пропаганда, да, для того, чтобы не дать людям учиться, не дать молодежи быть просвещенными, не дать молодежи овладевать какими-то профессиями, науками и прочее, прочее. Это очень страшно, когда мы идем на поводу этих людей. Одна часть учит их морды бить, да, потом выходит эта молодежь из секции, начинает здесь с афганцами, с турками, с прочими драться. И потом об этом пишут газеты, и весь народ наш фактически как бы уже здесь негативном каком-то свете, что ли, показывает. С другой стороны, другая часть людей затягивает в мечеть. Да? В мечеть, я понимаю, это мечеть надо ходить, тут никаких вопросов нету. Но когда каждый ребенок, да, ходит в мечеть изучать Коран, и причем, опять я не против изучения Корана, ничего абсолютно. И другой ничего не делает просто. Да, не, главное, кто преподает. Мне вот всегда было интересно, кто преподает. Преподает человек, который кроме азбуки, да, кроме вот Алиф, именно арабского, ничего абсолютно не знает. Человек сам абсолютно безграмотный, да, даже вот понимание вот светского, да, там образования школьное и так далее, неоконченное школьное образование, просто много таких видел. Но это тоже своего рода, да, вот эта пропаганда, потому что это, во-первых, зарабатывание денег тоже, потому что это обучение, там надо платить, платное обучение. Людей туда затягивают, им внушают, что о, ты должен там Коран изучать. Но изучай Коран, никто же не против. Учи Коран вместе с арабским языком. Учи арабский язык сперва, да, как, чтобы нормально, как на немецком. Понимать, что там написано, да? Да. И потом уже, конечно, тебе легче будет учить это Коран, читать Коран, понимать, что там хотя бы написано. Но просто учить буквы, да, это абсолютно бессмысленная трата времени, вот, на мой взгляд. А вместо этого вот, мы тут пытаемся, например, образовать какие-то курсы, на курсы не пускают, там, языковые курсы не пускают детей, что туда не пускают их туда. Или дети в спорте, или же они вот мечети. То есть о завтрашнем дне, да, вот этот ребенок вырастет, он же должен хлеб зарабатывать, там, детей, семью кормить и так далее. То есть жениться должен, да, если мужчина не готов кормить свою семью, то это уже заранее понятно, что с этой семьей произойдет, это будет развод и прочее, и голодные дети, там, сироты. То есть вот немножко неправильно живем, я хочу сказать. Все, кто в Европе живет, надо думать о завтрашнем дне, надо думать о том, что даже если мы освободим свою страну, разрушится эта Россия, мы вернемся в Чечню, с чем мы туда вернемся, с кем мы туда вернемся, и какими знаниями мы сможем пользоваться. Вот это очень страшная как бы проблема, да. Если мы не будем думать о завтрашнем дне, не будем воспитывать здесь вот этих специалистов разных во всех областях науки, техники, медицины,
и прочее, да, мы тоже будем буксовать, конечно. Мы будем темным народом, мы будем как бы невежественным народом, И нами будут манипулировать. и нами будут, да, манипулировать. Вот это хотел бы сказать. Хусейн, вот по поводу, если мы разрушится Россия, и мы вернемся. Я как-то недавно проводил стрим с кадыровцем, который со мной по телефону мне немножко там смог рассказать кое-что. Как ты думаешь, много людей там, таких, как этот человек, и вообще, как надо относиться к таким людям, да? А, Можно ли доверять таким людям? Не понял вопрос еще раз. Ну вот я недавно общался вот с человеком, помнишь, по телефону, у меня был стрим, может, Да, ты да. не видел, по поводу, ну, кадыровец он был. Он говорит, что цадюль, тошик хрюща, душон, типа, ну, мы братья, мы вас ждем, короче, уже вот тут все у нас, эта власть сидит, ну и так далее. Как ты думаешь, ну вообще как надо к ним относиться? Там есть и кровавые убийцы, на которых клейма ставить негде, а есть люди, которых там как бы устроили там дядя, папа, чтобы там кормиться как-то или чтобы не трогала власть их там, ну и так далее. Как ты думаешь, как к ним надо относиться и вообще как к ним будем относиться к ним? Ну, конечно, эти люди, кто именно повязан по локоть, у кого руки в крови, естественно, они будут отвечать перед суровым законом. Это тут даже разговора нету. Тут не будет, конечно, мы не можем допустить там суда Линча и прочие вещей, Самосудов. да, потому что мы все-таки, живя здесь, пытаемся наладить какие-то отношения с Европой, Западом, для того, чтобы нас не бросили одних, да, там, на произвол судьбы. Естественно, мы без внешней помощи не сможем, очень мало чего достигнем, потому что все-таки для начала, для того, чтобы поднять экономику, нужно производство, там, прочее, рабочие Инвестиции. места, инвестиции, да, чтобы люди могли где-то честно зарабатывать себе на кусок хлеба. Это обязательное условие, потому что иначе невозможно государство построить, если не будет рабочих мест, не будут люди иметь возможность зарабатывать. Вот это первое, главное. Но если мы начнем там самосуды там, или к стенке ставить, расстреливать, там, или отрубать головы, да, там шариат сказал голову отрубить и так далее, то, естественно, никто, ни одна страна в мире нас не поддержит, во-первых, и нам не позволит эти вещи делать. Мы знаем, сегодня такая огромная Россия, после того, как она залезла в Украину, да, там, в Грузию, Украину, через нас прошла сперва, когда нас убивали, никто, конечно, не чухался, ничего. Но после захвата Крыма, когда уже мировое сообщество видит, что дело зашло уже далеко, и начали против России вводить И санкции. то Вот эти, еле-еле, Хусейн, да, еле-еле расшевелились, когда даже у да, Крыма все равно, как бы не было, они сегодня, да, сегодня, Россия да. находится под серьезными санкциями, и они санкции все время больше и больше увеличиваются, да. Я что хочу сказать, что эти санкции влияют на такую даже огромную Россию, Мгм. поставили эти санкции на колени. Поэтому Да. здесь надо думать о том, чтобы мы не попали под эти санкции. Мы, как свободная Чеченская республика Ичкерия, должны вести себя так, чтобы с нами люди, с нами государство, с нами политики хотели общаться, чтобы было безопасно приехать к нам, чтобы мы держали слово, чтобы мы не кидали этих людей и прочее, прочее. В общем, мы должны показать свои лучшие качества чеченцев, которые нам передали наши предки, и вот эти качества развивать. Тогда с нами будут дружить. А те люди, которые жили там, кто даже в силу каких-то причин, я знаю, там многих людей даже заставили взять оружие в руки под разными предлогами, идти в полицию. Я знаю, что некоторые добровольно пошли, но большинство людей там призывают, там пугают. И люди для того, чтобы их не мучили, да, я знаю даже в 99-м году, в 2000 году, когда я еще тогда был дома, я разговаривал с милиционерами, которые уже перешли как бы на сторону русских. Но тогда они шли для того, чтобы в своем селе каким-то образом защитить молодежь. Такие у них добрые намерения были тогда. Вот этих людей, конечно, мы не можем наказывать всех подряд, кто был
во власти, но есть категория людей, которые обязательно во все времена и после любых войн считаются преступниками, военными преступниками и прочее, прочее. Эти люди, есть категории людей, это администрация, там все такое, власть, там полицейские, которые убивали и прочие, судьи, которые неправильно судили, прокуроры, которые заводили фальсифицированные уголовные дела. То есть туда, в эту категорию, учителя не входят, там вот эти люди никак не входят. Да. Врачи там, прочее, прочее. То есть вот те, кто поддерживал оккупацию, оккупационную власть, эти люди являются, конечно, в разной степени, конечно, там тоже градация должна быть, преступления, и они должны быть расследованы, естественно, и эти люди должны получить наказание. Для того, чтобы потомкам потом не было повадно, что вот безнаказанно можно предавать свой народ, там, пытать кого-то, избивать там, палками, пинками и так далее, багажником возить людей, что это недопустимо. Да, совершенно верно. Все должны понести наказание. А что делать со скрытыми вот, агентами? Выявлять-то у нас спецслужбы должны быть. Как у нас с этим дела обстоят? Ну, мы слишком маленький народ. У нас очень сложно скрыть что-либо. Если, как опять я возвращаюсь к Джохару Дудаеву, к умнейшему человеку, вот Джохар Дудаев говорил: знают двое, знает свинья. Такая у него пословица была. Поэтому тут ничего сложного нету определить, кто там тайный был, кто сверхтайный был. Это все всплывет как одно место на воде. Бывает, вот, не хочу его называть. Понятно. Ну вот сейчас уже начали, тролли к нам пришли, видимо, пользуемся успехом, заскочили к нам мерзавцы и начали свое грязное дело. Так, давай тогда попробуем поискать еще какие-нибудь вопросы. Ну, здесь вот был один хороший вопрос, да, почему, вот кого-то там, я сейчас уже вверху было, почему мы вышли из состава Российской Федерации после развала Советского Союза? Там, Да. вот, по-моему, русский кто-то был, не знаю, сейчас задает такой вопрос, хотел бы знать это. Ну, во-первых, мы в Российскую Федерацию вообще не входили, да, надо знать историю, когда еще в 16 веке, 17, 18, 19, 20 и на сегодняшний день Россия пытается покорить Кавказ. Вот в интернете, если кто там любопытствует, можете посмотреть медали, да, там, за покорение Кавказа, за взятие Грозного, за то, за все. То есть это извечная война. 4 сотни лет идет вот, между Чечней и Российской Федерацией, идет, ну, русским народом, в принципе, идет война. Вот мы где-то, когда до Октябрьской революции, да, после окончания Первой мировой войны, когда в России началась вообще гражданская война и прочие эти дела, ну, часть чеченцев была фактически обманным путем, уже части, как уже обессиленные, обескровленные нации, когда за эти войны осталось всего 95 тысяч населения, и вот это население вынуждено было каким-то образом выжить, как-то размножиться, чтобы как-то отдохнуть. И вот тогда, ну, обманным путем коммунисты, конечно, там ввели нас в состав России, да, хотя это незаконно абсолютно, да, там был тоже религиозный лидер, который завел туда, хотя была Горская республика, в то время объявлена Горская республика, и все эти народы Северного Кавказа входили в эту Горскую республику, у которой были связи за рубежом, свои деньги, там, министерство, ведомство, в общем, все там было. Если бы не вот эти коммунистические вылазки, не ложь коммунистов, да, то, конечно, мы уже Северный Кавказ давно отошел от России и самостоятельно развивался еще в те времена. Но коммунисты решили это по-другому. Они обманным путем нас втащили туда, наобещав золотые горы. И, ну, обескровленное, я говорю, население, деваться некуда было. И после они начали там усиленно, чеченцы, после того, как закончилась вот эта ну, там, для уничтожения чеченцев,
закончилось, и как бы мирное вот это решение вопроса было. И такая же ситуация, как сегодня с Кадыровым, вот с его оккупационной администрацией, сразу это тоже того времени чеченцы начали строить, ну, религия, да, сразу на первом плане религия, шариат. Коммунисты разрешили жить по шариату, и эти люди начали строить мечети, там все такое. Понастроили мечети, в каждом селе там праздник был, все там молились, ходили, зикр, все такое было, то, что мы видим сегодня. Но несколько лет прошло, 4-5 лет, по-моему, прошло, когда вообще гражданская война закончилась, и у них освободились эти НКВДшные отряды. Они, естественно, там Дзержинский, мы знаем, там не Дзержинский, Орджоникидзе, да, действовал на Северном Кавказе. Вот он, там, другие, Гекала, там, еще какие-то, они, эти люди агитировали чеченцев и фактически выявляли там, да, более таких продвинутых людей, религиозных людей, которые понимали, что они делают. Этих людей в одно время всех расстреляли. В общем, там очень много людей расстреляли, фактически цвет нации вырезали и завезли туда религиозных деятелей. Вот мы сегодня дома видим курейшитов каких-то, в каждом селе тягай курейш, цвенабуй, борсанабуй, цалилаш. Вот эти люди были завезены в те времена, еще и в царские времена тоже, для того, чтобы морочить нам голову. То есть вот история повторяется. Да. Потом вот по советской, я сейчас точно не помню какой период, но когда начали церкви, мечети все эти закрывать, русских попов убивать, также и чеченских мул, и закрыли эти церкви, и мечети были закрыты. И я на своей памяти помню 70 то ли 6-й, то ли 7-й год, когда впервые, по-моему, в Новых Атагах, кажется, первая мечеть разрешила советская власть открыть первую мечеть. Это был праздник. А до этого все мечети, которые находились в Чеченской Республике, там либо были клубы, танцплощадки и прочее, либо склады, где содержали какие-то инвентарь, там краски и прочие дела. То есть были склады. То есть вот оттуда все эти корни, не от того, что мы там не хотели жить с русскими в мире, там все прочее, мы такие плохие, а из-за того, что наша история, кровавая история соприкосновения с Россией, нас предупреждает, что если мы не освободимся, что если мы не будем независимы как субъект международного права, то вот эта резня, да, она никогда не прекратится. И мы это наблюдаем уже вот даже в наше время, уже на моей памяти 2 войны. Да? Я родился в Казахстане, потом 2 войны, участник 2 войн. И моя семья теперь, как я родился в Казахстане, моя семья теперь находится за рубежом. То есть мы в депортации как бы, да. То есть когда-то это надо закончить, и поэтому вот мы не хотим жить, именно по этой причине не хотим жить ни в какой Российской Федерации. Да, здесь, наверное, не поняли, говорят, здесь один спрашивает, уже время у нас закончилось, в принципе, Да. напоследок говорит несущий мир, я не хочу ни с кем, не знаю, он к нам обращается или нет, не хочу объединяться с предателями. Если это к нам, то здесь вообще не об этом совсем Нет, была речь. здесь никто ни с кем, ни с какими предателями объединяться не собирается. Мы опять, я говорю, я просто очень времени мало эфирного, поэтому пытаемся там как пулеметом, да, информацию выкинуть в эфир. Но когда мы видим же, мы же не делаем что-то такое впервые, да, мы же народ, который имеет, ну, как бы опыт, да, мы можем опыт других народов тоже смотреть, как люди делали, как другие народы шли к свободе, как они строили свои государства, да. У нас, например, есть опыт, вот рядом, совершенно рядом стоит Грузия, да, которая тоже одна из республик, которая вышла из Советского Союза, и в очень тяжелом положении досталось вот этому Михаилу Саакашвили. Я был в Грузии вот при Саакашвили, это была абсолютно другая Грузия, там все сияло, блестело, там был порядок, там был исключительно хорошо. До Саакашвили Грузия, при Шеварднадзе там, и немножко дальше, она была вообще ужасной. Там коррупция, там, в Советском Союзе, если мы помним, грузины считались одними из таких самых таких коррумпированных наций, да, там был черный бизнес, подпольные какие-то цеховики, там прочее, прочее.
были вот эти гаишники, вообще там ужас тихий был, на каждый, там, что мои дети будут ждать, пока ты нарушишь, что ли, там, я помню, анекдот советского времени. То есть все это ушло, да, сегодня, я до сегодняшнего дня не знаю, но при Саакашвили полностью взятки убрали, там полиция была прекрасная, друзья грузинского народа были полицейские участки построили прозрачные, дороги, свет, экономика, там международные отношения, то есть Грузия процветала. И она будет процветать и дальше. Просто временные сейчас затруднения, но они справятся, грузины. Это у нас есть пример, у нас есть друзья. Мы преодолеем все препятствия. Нам просто нужна свобода и все. Есть много умных людей, много серьезных людей, которые готовы положить свою жизнь на свободу и независимость этого народа. Воевать нам больше не надо, это, к войне никто никого не призывает. И молодежь мы не призываем к войне, потому что мы войной показали свою любовь к нашей родине, любовь к свободе. Все это наше поколение уже показало. Теперь надо мозгами, да, теперь надо умом идти к свободе, освобождаться, заниматься политикой, обрастать международными связями, да, и выйти на такой уровень, когда мы станем субъектом международного права. Да, Вот это будет там сильная сторона нашего дела, мозги. да, Мула. Вот тогда на этой ноте, на сильной стороне, на мозгах закончим тогда эту ноту, наш эфир. Хусейн, Дейрес Хуль, спасибо, что посетил нас, и буду тебя приглашать почаще. И спасибо, что ответил на наши вопросы. Мегер Дутах. Да, к сожалению, не на все вопросы мы ответили, но в других программах Еще, да, еще будет стараемся. время, Хусейн. Да. Если вам это интересно, нам Нам это очень интересно, это очень важно, это сохранить, Хусейн. Ты как свидетель всех этих процессов, событий, с твоих уст это очень важно. Это для наших молодого поколения, которое не сегодня, но завтра посмотрит, даже если и так. да, Да, мула. Мегер, все равно сейчас я просто к слову хочу сказать, сейчас карантин, все сидят дома, делать нечего. У нас есть теперь много времени, можем хоть каждый день общаться, в принципе. да, можно и так делать, в принципе, Да. да. Мегер Дута. Адикел, Тейлорис, Ладуана, Все, Адик Далюэль, до свидания. да. Все это. Я тогда закончу свой эфир. Так, ну, что сказать. На этом наше время закончилось, эфир наш истек. Желаю всего самого, сейчас одну минутку. Желаю всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Всего доброго. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум.